В раскаленных пещерах Турфана в 1905 году среди обломков буддийских храмов археологи нашли свитки, обугленные, хрупкие, почти невесомые. Это назовут уйгурской Помпеей, сотни свитков, погребенных под песком. Среди них уйгурский эпос Агус-наме, пролежавший в развалинах более 800 лет. Эти свитки не хотели раскрывать тайны. Чернила из сока тутовых деревьев исчезали, бумага рассыпалась от прикосновения. Но в 2023 году японские ученые включили мультиспектральные камеры, и под слоем пепла проступили слова: «Народ мой будет как река, вольный и несущий жизнь». Каждую весну реставраторы из Токио и Стамбула собираются в Урумчи, чтобы кропотливо склеивать обугленные фрагменты. Их инструменты – кисточки из верблюжьей шерсти, японская рисовая бумага и квантовые сканеры. Реставраторы в Пекине годами склеивали страницы рисовой пастой. Один из них признается, это как собрать душу предка из пепла. В музеях Берлина хрупкие свитки из уйгурского Турфана лежат под стеклом, как святые мощи. Агус-хан говорил: «Не забывай имя отца, и сын не забудет имя твое». Сегодня уйгурские дети в Урумчи учат строки Агус-наме. Старик в Кашгаре, чьи предки писали Агус-наме 20 поколений назад, смотрит на экран смартфона и говорит: «Теперь эпос хранит Тенгри интернет». Тот, кто идет дорогой Тенгри, не боится ни бурь, ни врагов. Что сильнее, меч или слово? Исламские фанатики сжигали уйгурские буддистские библиотеки Турфана. Коммунисты запрещали уйгурскую историю. Но уйгурский эпос Агус-наме выжил, потому что настоящие легенды не живут на бумаге, они в душе народа. Они в ритме уйгурского танца, который повторяет топот кавалерии уйгурского каганата. В руках уйгурской девушки, готовящей лепешки по рецепту прабабки. В глазах уйгурского мальчишки, рисующего тенгри на школьной доске. Агус-хан сказал: «Кто хранит огонь предков, не потеряется в ночи». Согласно уйгурским толкованиям, Кашгар – это место, где Агус-хан, спустившись с гор Тиньшаня, провозгласил: «Здесь, где реки рождаются из льдов, а небо касается земли, я ставлю камень единства». Пусть племена, проходящие через эти ворота, помнят, их сила в разнообразии, как сила степи в травах разных сортов. Этот камень единства ассоциируется с Яркентской плитой, древним менгиром близ Кашгара, который уйгуры-кочевники считали алтарем Тенгри. Уйгурский танец Агус-джан исполняется на свадьбах. 6 мужчин, символ сыновей Агус-хана, и 6 женщин, символ дочерей, движутся по кругу, повторяя маршрут походов героя. Праздник Навруз. Уйгурские дети запускают воздушных змеев с изображением бури Тенгри, волка-прародителя из эпоса, и кричат: «Учук! Стрела!» Клича Агус-хана в битвах. Уйгурские ковры Агус-дилам. В их узорах зашифрован маршрут походов героев. Синие волны – река Тарим. Красные треугольники – горы Памира. Зеленые ромбы – Кашгарский оазис, основанный Агус-ханом. Лепешки нан, надрезы на тесте, соответствуют уйгурским руническим письменам из эпоса. Старики говорят: съест нан значит проглотить строку из Агус-наме. Пророчество из песков. При реставрации свитка из Турфана ученые обнаружили ранее неизвестный фрагмент. И придет время, когда потомки забудут язык отцов. Тогда пусть ищут мои слова в шепоте ковров, в узорах на хлебе, в криках журавлей над Кашгаром. Я буду там. А теперь закройте глаза. Представьте, как 1000 лет назад уйгурский сказитель впервые произнес: «Вначале был Агус-хан». Слышите? Это эхо предков. Оно не умрет.